Здравствуйте, дети! В путешествие пойдем, в страну знаний попадем. Сейчас у нас урок русского языка. Прошу достать свои учебники, тетради и ручки. А сейчас закройте глаза, представьте себе яркое, теплое солнышко. Пусть лучи его согреют вас своим теплом. Представьте, что солнечный луч наполнил ваше сердце энергией доброты, нежности и любви. Пошлите свет любви вашим родным и друзьям. Улыбнитесь, дарите радость, будьте сами источником света, добра и любви. Тема нашего урока – 3 бабочки, безударное гласное «о» в начале слова. Прошу открыть страницу 71. На этом уроке познакомитесь со сказкой «Три бабочки». Узнаете, что в начале слова безударное гласное «о» произносится как «а». Научитесь правильно читать и писать безударную гласную «о» в начале слова. Будем внимательными. «Три бабочки». Страница 71-72. Жили-были 3 сестры, 3 бабочки. Они были очень похожи друг на друга, только крылья у них были разные. У одной белые, у другой красные, а у третьей сестры крылья были желтые. Сестры очень дружили, вместе летали, играли, танцевали, а потом садились отдыхать то на один цветок, то на другой. Однажды пошел сильный дождь. Промокли бабочки, стали искать, где бы им спрятаться от дождя. Подлетели бабочки к белой лилии. «Спрячь нас, лилия!» «Белую бабочку я спрячу, она на меня похожа», — ответила лилия. «Нет, я не брошу сестер», — говорит белая бабочка. Полетели они к красному тюльпану. И он хотел спрятать только красную бабочку. Полетели к желтой розе. Она хотела спрятать только желтую бабочку. Совсем промокли бабочки, но разлучаться не захотели. Услышала солнце про такую дружбу, решила помочь бабочкам. Вышла из-за туч, прогнала дождь, высушила бабочек. Играли бабочки, садились на цветы, только к лилии, к тюльпану и к желтой розе не подлетели. Так эти цветы и засохли одни. А что было с бабочками, не знаю. Знаю только одно: дружба в беде опора. Ребята, мне очень понравилась сказка. А вам? Какие были бабочки? Конечно, добрые, верные, дружелюбные. А лилия, тюльпан и роза негостеприимные. Хотели пустить только ту бабочку, что на них была похожа. Если бы цветки пустили всех бабочек, то в итоге они бы не засохли. Дружба в беде опора.
Главная мысль сказки заключается в том, что верные друзья никогда не бросят друг друга в беде. Три бабочки оказались верными товарищами и не бросили друг друга мокнуть под дождем. Я желаю, чтобы у каждого из нас были такие товарищи. Сказка учит нас, что нужно быть добрыми. А сейчас у нас речевая разминка. Скороговорки помогают развивать речь. Сделают вашу речь красивой, грамотной и четкой. И поэтому предлагаю вам следующую скороговорку. На дворе трава, на траве дрова. Давайте вместе потренируемся. Сначала читаем медленно. На дворе трава, на траве дрова. А теперь немного быстрее. На дворе трава, на траве дрова. А теперь еще быстрее. На дворе трава, на траве дрова. Ребята, выучите эту скороговорку. А сейчас прошу открыть свои тетради и выпишите из текста сказки «Три бабочки» выделенные слова. Прочитайте их. Пока вы будете работать, можете ставить на паузу. Вот что у нас получилось. Пишем «они», произносим «они». Пишем «обидеть», произносим «обидеть». Пишем «один», произносим «один». «Однажды», «однажды». «Ответить», «ответить». «Опора», «опора». Запомните, в начале слова безударное гласное «о» произносится как «а». К некоторым словам с безударной «о» в начале слова можно подобрать проверочные слова. Например, «отдыхать», «отдых», «они», «он», «овца», «овцы». А к некоторым нельзя. Такие слова надо запомнить. Огурец, однажды, обед и так далее. Упражнение 5, страница 73. О или А. Первое слово. Обратите внимание на ударение. Гласное «о» в начале слова ударное, поэтому пишем «о» и произносим «о». В слове «отдыхать» ударение падает на третий слог. «О» в начале слова безударное гласное, поэтому произносим как «а». Огонь. Здесь «о» безударное гласное, поэтому произносим как «а». Окна. Здесь «о» в начале слова ударное, поэтому произносим как «о». Окна. А в слове «окно» ударение падает на второй слог. «О» у нас безударное гласное, поэтому произносим как «а». Октябрь. Тоже безударное гласное «о», произносим как «а». Октябрьский. Тоже безударное гласное «о», произносим как «а». Ошибка. Тоже безударное гласное, произносим как «а». Домашнее задание. Упражнение 6, страница 73. И подготовьте пересказ текста «Три бабочки». До свидания, ребята!